Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Мухаммадин иль-маб'уси рахматан лил алямин. Ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ва ман таби'ахум би ихсанин иля яумиддин. Глава 2. Рождение Мухаммада, алейхи салату вассалям, и его жизнь до начала пророческой миссии. Происхождение пророка. Пророк, алейхи салату вассалям, был лучшим из людей по происхождению и обладал совершенной внешностью и нравом. О благородстве его происхождения упоминается в достоверных хадисах. Посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, сказал: «Поистине Аллах избрал Кинану из потомков Исмаиля, избрал Курейша из потомков Кинаны, избрал из Курейша Бану Хашим и избрал меня из Бану Хашим». Посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, ведет свое происхождение от Исмаиля, сына Ибрахима, которого Ибрахим готов был принести в жертву Всевышнему по его велению. Мухаммад, алейхи салату вассалям, стал ответом Всевышнего на мольбу Ибрахима и исполнением пророчества Исы, который сообщил людям благую весть о грядущем пришествии пророка. Посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, сказал о себе: «Я мольба отца моего Ибрахима и благая весть брата моего Исы». Женитьба родителей пророка. Абдуллах был любимым сыном Абдуль-Мутталиба. После того, как он избежал заклания и отец принес вместо него в жертву 100 верблюдов, отец женил его на самой знатной женщине Мекки, Амине, дочери Вахба. Однако вскоре Абдуллах умер и был похоронен в Медине в квартале своих родственников по материнской линии. Амина бинт Вахб в это время была беременна Мухаммадом, алейхи салату вассалам. Абдуллах отправился по торговым делам в Шам, и смерть настигла его на обратном пути. Он умер в Медине, оставив после себя эту благословенную душу. Рождение пророка. Избранный пророк Всевышнего, алейхи салату вассалам, родился в понедельник. Относительно этого между учеными нет разногласий. Согласно мнению большинства ученых, он родился 12 числа месяца Раби-аль-Авваль. Ученые согласны в том, что Мухаммад, алейхи салату вассалам, родился в год слона. По григорианскому календарю рождение пророка, алейхи салату вассалам, приходится на апрель 571 года. Посланник Аллаха родился в доме своего дяди Абу Талиба в квартале Бану Хашим. Кормилица пророка, алейхи салату вассалам. Первой его кормилицей была Суэйба, рабыня его дяди Абу Лахаба. Второй кормилицей посланника Аллаха, алейхи салату вассалам, стала Халима, женщина из Бану Саад. Арабы предпочитали отдавать своих детей на вскармливание в пустыню, чтобы они росли на вольном воздухе, что способствовало физической крепости и сохранению здоровья, и учились чистому арабскому языку. Халима не смогла найти другого младенца и взяла Мухаммада, которого сначала не хотела брать из-за того, что он был сиротой. До этого у нее не хватало молока даже для собственного сына, но стоило ей взять Мухаммада, как грудь ее наполнилась молоком. Мухаммад принес с собой благодать, и овцы Халимы стали возвращаться с пастбища сытыми и с полным выменем. Муж Халимы сказал ей: «Знаешь, Халима, клянусь Аллахом, мы взяли благословенную душу». Сама Халима говорила: «После того, как закончила выкармливать Мухаммада, день ото дня Всевышний Аллах добавлял нам благо». История рассечения груди. Муслим приводит хадис Анаса радийаллаху анху, в котором сообщается: однажды, когда посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, играл с другими детьми, к нему явился Джибриль, который схватил его, повалил на землю, рассек ему грудь, достал сердце, извлек оттуда сгусток крови и сказал: «Это удел шайтана в тебе», а потом омыл его водой Замзама в золотом тазу, после чего соединил края сердца и вернул его на прежнее место. Дети прибежали к его молочной матери и сказали: «Мухаммада убили», а потом все они бросились к нему, но увидели, что он жив, у него лишь изменился цвет лица. Она сказал: «И я видел следы от шва на его груди». Важнейшие выводы. Пророк, алейхи салату вассалам, принес Халиме благодать. Эта благодать наполнила жизнь Халимы и имела множество проявлений. Эта благодать стала одним из самых ярких проявлений защиты и заботы, которой окружил Всевышний Мухаммада, алейхи салату вассалам. Всевышний ниспослал благо семье Халимы, в которой воспитывался посланник Аллаха. И в этом нет ничего удивительного. Напротив, в этом заключена великая мудрость. Видя многочисленные блага, которые приносит Мухаммад их семье, Халима и ее муж, разумеется, любили его все сильнее с каждым днем и окружали его особой заботой. Они уделяли ему больше внимания, чем собственным детям. Выбор Аллаха наилучший для его раба.
Всевышний Аллах выбрал для Халимы ребенка-сироту. Она взяла его, скрипя сердце, только потому, что не смогла найти другого, а он оказался для нее лучше любого другого. Результаты выбора Всевышнего не замедлили проявиться. Еще по пути домой Халима поняла, что держит на руках непростого ребенка. Это урок для каждого мусульманина. Сердце верующего должно принимать предопределение Аллаха со спокойствием и довольством и не жалеть о том, чего не произошло, о том, чему Всевышний не предопределил случиться. История рассечения груди – одно из предвестий начала пророческой миссии Мухаммада и одно из свидетельств его избранности. Вне всякого сомнения, извлечение доли шайтана из тела Мухаммада в столь раннем возрасте свидетельствует о подготовке его к будущей пророческой миссии и непогрешимости. Мать пророка, алейхиссалату вассалам, умерла, когда ему было 6 лет, в местечке под названием Аль-Абва между Меккой и Мединой. Она поехала вместе с Мухаммадом к своим братьям, чтобы показать его им. Умерла на обратном пути и была похоронена в Аль-Абве. После кончины матери Мухаммада, алейхиссалату вассалам, о нем заботился его дед Абдуль-Мутталиб. Он уделял ему большое внимание, чем собственным детям, то есть дядям пророка по отцу. Его дети очень уважали и боялись Абдуль-Мутталиба, и никто из них не решался садиться на его подстилку, а Мухаммад, алейхиссалату вассалам, садился на его подстилку, и дети Абдуль-Мутталиба пытались оттащить его от подстилки своего отца. Что же касается самого деда, то он, увидев Мухаммада, алейхиссалату вассалам, на своей подстилке, оставался стоять, позволяя ему сидеть. Он чувствовал, что в этого мальчика Всевышний вложил много благого и что его ждет великое будущее. Абдуль-Мутталиб очень любил его. Обычно, когда он давал Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, какое-нибудь поручение, тот сразу же выполнял его. Однажды он послал его за верблюдами, и Мухаммад, алейхиссалату вассалам, задержался. Тогда Абдуль-Мутталиб вышел к Каабе и стал обходить ее со словами: «Господи, верни мне всадника моего Мухаммада, верни его мне, окажи мне милость». Когда пророк, алейхиссалату вассалам, вернулся вместе с верблюдами, Абдуль-Мутталиб сказал ему: «Сынок, я опечалился из-за тебя, как не печалился никогда раньше, и печаль эта не покинет меня до конца моих дней». Потом Абдуль-Мутталиб умер, завещав своему сыну Абу Талибу, дяде пророка, алейхиссалату вассалам, заботиться о Мухаммаде. Пророку, алейхиссалату вассалам, тогда было 8 лет. Абу Талиб любил племянника и заботился о нем. Всевышний Аллах пожелал, чтобы его пророк вырос сиротой, заботу о котором взял на себя он, Всевышний, дабы он чувствовал настоящую привязанность только к нему, надеялся только на него и чувствовал его милость. Посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам, еще в детстве довелось пережить тяжелые утраты: смерть отца, любви которого он не знал, затем разлука с матерью, лаской которой он не успел насладиться, и, наконец, потерю любящего деда. Эти испытания смягчили его сердце и обострили его чувства. Всевышний Аллах сказал: «Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? И Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем, и Он нашел тебя бедным и обогатил. Посему не притесняй сироту и не гони просящего, и возвещай о милости своего Господа». Важнейшие события в жизни Мухаммада, алейхиссалату вассалам, до начала пророческой миссии. Посланник Аллаха пасет овец. У Абу Талиба был скромный достаток, и посланник Аллаха работал, чтобы помогать ему. Он пас овец. Посланник Аллаха сообщил, что не только он, но и все пророки, приходившие к людям до него, непременно пасли овец. Он сказал: какого бы пророка Аллах не направлял к людям, он обязательно пас овец. Его сподвижники спросили: «А ты?» И он ответил: «Да, и я пас их для мекканцев». Это благородное занятие принесло пророку, алейхиссалату вассалам, покой, которого жаждала его душа. Он имел возможность наслаждаться красотой пустыни, наблюдать знамения Всевышнего, которыми наполнена наша Вселенная, и размышлять над ними в покое и одиночестве. Пустыня дала ему такое воспитание, которое не смогли бы дать ему люди. Занимаясь выпасом овец, пророк, алейхиссалату вассалам, приобрел такие ценные и достойные качества, как терпеливость, кротость, сострадание, жалость и милосердие ко всем живым существам. Всевышний Аллах оберегал Мухаммада, алейхиссалату вассалам, до начала его пророческой миссии. Всевышний Аллах уберег своего пророка от идолопоклонства и грехов во времена невежества. Он не ел мясо животных, зарезанных для идолов, подобно Зайду ибн Амру ибн Нуфейлю. Проявлением заботы Аллаха о Мухаммаде, алейхиссалату вассалам, можно отнести и то, что он отдалил его от несправедливости и притеснения и вложил в его сердце стремление отстаивать истину.
Пророк, алейхиссалату вассалам, присутствовал при заключении союза чести. Посланник Аллаха присутствовал при заключении этого союза, положившего конец несправедливости. Он относил этот союз к событиям, которыми арабы могут по праву гордиться. Посланник Аллаха сказал: «Я присутствовал при заключении союза благоухающих вместе с моими дядями, когда я был еще мальчиком, и даже если бы мне дали красных верблюдов, я не пожелал бы расторгнуть его». Союз чести был заключен после окончания войны беззакония. Причиной его заключения стал один человек. Он привез в Мекку товар. Аль-Ас ибн Ваиль взял у него товар, но не заплатил за него. Тот человек обратился за помощью к самым знатным и уважаемым курайшитам. Однако они отказались помогать ему, поскольку Аль-Ас пользовался большим уважением и занимал почетное место среди курайшитов. Тогда тот встал возле Каабы и закричал во весь голос: «Семейство Фихра в Мекке притеснили человека, который был вдали от дома и друзей. Усталый мухрим даже не закончил умру. О люди, между хиджром и Каабой, да, Аль-Харам останется священным, а для обманщика нет ничего святого». Аз-Зубайр ибн аль-Мутталиб поднялся и сказал: «Что стряслось с этим человеком?» После этого Бану Хашим, Бану Зухра и Бану Тайм собрались в доме Абдуллаха ибн Джад'ана. Он приготовил для них еду. Шел один из священных месяцев Зулкаада. Они заключили союз и поклялись Аллахом, что всегда будут помогать притесняемому против притеснителя. Затем они пошли к Аль-Асу ибн Ваилю и заставили его вернуть товар тому человеку. Курайшиты назвали этот союз союзом чести, потому что они поклялись помогать друг другу в благородном деле. Торговая поездка для Хадиджи и женитьба Мухаммада. Хадиджа бинт Хувейлид была богатой и знатной вдовой. Она нанимала мужчин, чтобы они вели торговлю на ее деньги и делили с ней прибыль. Узнав о честности Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и его благородном нраве, Хадиджа предложила ему отправиться в Шам и торговать на ее деньги, причем на таких выгодных условиях, которых она не предлагала никому до него. Пророк принял ее предложение и отправился в Шам в сопровождении ее слуги Мейсары. Он удачно продал привезенный товар и купил новый, с которым возвратился в Мекку. Продав привезенный Мухаммадом товар, Хадиджа удвоила свое состояние. Он ответил согласием и поговорил со своими дядями. Они также согласились с его решением. Дядя пророка Хамза пошел вместе с ним и сосватал для него Хадиджу, после чего пророк, алейхиссалату вассалам, женился на ней. Когда посланник Аллаха женился на Хадидже, ей было 40 лет, а ему 25. Брачный дар Хадиджи составил 20 верблюдов. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, была первой женщиной, на которой женился посланник Аллаха, и он не брал других жен, пока она была жива. Хадиджа родила пророку, алейхиссалату вассалам, 2 сыновей и 4 дочерей. Первого из его сыновей звали Аль-Касим, поэтому куня пророка, алейхиссалату вассалам, была Абуль-Касим, а второго Абдулла. Его еще называли Ат-Тахир, чистый, и Ат-Тойиб, благой. Аль-Касим умер по достижении возраста, в котором ребенок уже может ездить верхом. Абдулла также умер в детском возрасте, до начала пророческой миссии Мухаммада. Дочерей посланника Аллаха звали Зейнаб, Рукайя, Кульсум и Фатима. Все они приняли ислам, вышли замуж и переселились вместе с отцом в Медину. Важнейшие выводы. Честность, верность слову и надежность – важнейшие качества успешного торговца. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сообщил людям о том, что в исламе честный торговец будет в судный день вместе с правдивыми мучениками и пророками. Всевышний Аллах предопределил своему посланнику женитьбу на Хадидже. Он избрал для своего пророка подходящую жену, способную помогать ему в исполнении его пророческой миссии, утешать его, поддерживать и делить с ним горе и радость. Так, праведная женщина способствует приверженности мужа правильному пути и добавляет ему стойкости перед лицом испытаний. Призывающий к исламу должен добывать пропитание личным трудом или иметь дозволенный и достойный источник пропитания, не требующий от него унижения и обращения к людям с просьбами. А иначе, как же он будет призывать к благонравию, бороться со злом и пороком и вселять в общину дух благородства, величия и стремления следовать прямым путем? Участие Мухаммада, алейхиссалату вассалам, в строительстве священной Каабы. Мухаммаду исполнилось 35 лет, когда курайшиты собрались для того, чтобы заново отстроить Каабу, стены которой начали разрушаться вследствие пожара и бурных потоков. Они решили снести ее, а потом построить заново на том же фундаменте, что и Ибрагим, мир ему,
и покрыть кровлей. Они начали ломать Каабу, пока не дошли до прочно скрепленных зеленых камней, похожих на верблюжьи горбы. Они поделили работу, которую предстояло выполнить между представителями разных племен, чтобы все они приняли участие в перестройке Каабы. Самые уважаемые курайшиты носили камни, внося свой вклад в строительство, и среди них был и посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, а также его дядя Аль-Аббас. Когда дело дошло до водружения черного камня, люди начали спорить. Никто не желал уступать эту честь другим. Представители разных племен так долго спорили, что едва не дошло до драки. Положение спас Абу Умайя ибн аль-Мугира. Он сказал: «О курайшиты, пусть вас рассудит первый, кто войдет в мечеть». Они согласились. Первым вошедшим оказался посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам. Увидев его, они обрадовались и сказали: «Это достойный доверия, мы заранее согласны с его решением». Когда они поведали ему о своем деле, он сказал: «Дайте мне одежду». Они подали ему одежду, и он взял черный камень и положил на нее, после чего сказал: «Пусть каждое племя возьмется за край одежды, а потом поднимайте ее все вместе». Они так и сделали, после чего Мухаммад, алейхиссалату вассалам, взял с нее черный камень и своими руками возложил его на место. Важнейшие выводы. Мухаммад, алейхиссалату вассалам, не был пассивным наблюдателем событий, происходивших в обществе. Напротив, он принимал активное участие в жизни и деятельности своих соплеменников. А участие в жизни общества возвышает проповедника ислама в глазах людей, благодаря чему слова его оказывают на них более глубокое воздействие. Когда он говорит, к его словам прислушиваются. Когда он советует, его советы принимают. Люди обращаются к нему со своими разногласиями, как мирскими, так и религиозными, в надежде, что он рассудит их. Курайшиты с радостью согласились с решением Мухаммада не потому, что он был первым, кто вошел в ворота Аль-Харама, а потому, что он был известен своей честностью, и они были уверены в том, что он никогда не позволит себе поступить несправедливо с их имуществом или задеть их честь. Честность и надежность – первые признаки того, что решение будет справедливым. Поэтому они сказали, увидев его: «Это достойное доверия, мы заранее согласны с его решением». Честность – качество, которое приносит ему признание и доверие людей. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.